Доброе утро, дорогая республика! На календаре 17 ноября, пятница. И, как всегда, в 7:00 мы приветствуем всех наших любимых телезрителей на телеканале Якутия-24 и НВК «Саха». И это «Утро Якутии». Мы, как всегда, желаем вам прекрасного утреннего настроения. Мы желаем вам такого позитивных новостей утренних. Ну и, конечно, хорошего рабочего дня. Ну а проснуться мы, как всегда, советуем вам вместе с нами, потому что в ближайший час у нас будет очень интересный эфир, интересные гости, темы для обсуждения, ну и, конечно, наши постоянные рубрики, которые украшают наш эфир изо дня в день. Ну а начнем мы, как всегда, с рассказа о погоде. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 29 градусов. В Заречной группе 15-31 градус ниже 0. В южных 9-18 со знаком минус. В Вилюйской группе 6-9 ниже 0, в Нижнеленских до минус 16. В западных 4-8 градуса мороза. В Колымо-Нигирской группе Улуса до минус 27, в Янских 7-16 мороза. На северо-западе до минус 26. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 24 градуса. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Ветер западный 1 метр в секунду. Сегодня днем небольшой снег. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до минус 8 градусов. Еще раз всем доброго утра. У многих из нас на завтрак яичница или омлет. Ну, это, наверное, такой очень популярный завтрак. Но, скорее всего, мало кто из нас готовил омлет с протеином или йогуртом. Да, завтрак этот необычный, но очень полезный. И его рецепт мы узнаем прямо сейчас. Друзья, доброе утро. Меня зовут Антон, и я представляю сеть магазинов спортивного и оздоровительного питания. Сегодня мы с вами попробуем приготовить очень вкусный и полезный омлет. Но фишка этого омлета будет греческий йогурт и протеин. Нам понадобится 50 грамм сыра, 25 грамм муки, греческий йогурт 90 грамм, немножко зелени, яйцо и буквально чайная ложка, столовая ложка протеина. Последовательности здесь нет, просто все в одну посудину. На самом деле хотелось бы еще отметить насчет сыра. Обычно в магазинах мы сразу хватаем сыр и не разбираемся, что в него входит, в каком соотношении. Обычно это 50 на 50. 50 грамм сыра и 50 граммов белка. Но есть виды сыров, легкие сыры, где белка намного больше, чем жира. Жир это, конечно, это очень хорошо, но не тогда, когда его слишком много. Немножко протеина. На самом деле протеин это не что-то волшебное. Протеин это и есть белок. Белок, он нам необходим всем, абсолютно. Это тоже строительный элемент. Это здоровье ваших ногтей, волос и кожи. Не только, чтобы ваши органы чувствовали себя хорошо и работали по часам. Добавляя всего лишь 2 столовые ложки протеина в свой омлет, вы закрываете суточную потребность белка. Отправляем все на сковороду. Для жарки нам понадобится растительное масло. Растительного масла на самом деле не стоит бояться, с ним просто нужно уметь работать. Достаточно всего будет буквально кропаль для нашего приготовления омлета. Не нужно много. Многие борщат, слишком много делают, и как раз таки в этом вся и проблема. Жиры это тоже хорошо, но не тогда, когда их слишком много. Наша сковорода разогрелась, и омлет отправляется на сковороду. Буквально 3-5 минут с каждой стороны, и наш омлет будет готов. Наш прекрасный и необычный с
греческим йогуртом, сыром и протеином омлет готов. Приятного аппетита всем, кто сейчас завтракает. Ну а мы движемся далее. И мы передаем слово нашим коллегам из информационной службы. Доброе утро, коллеги. Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. Гражданская авиация в России смогла преодолеть основные трудности, вызванные санкциями, и сейчас набирает обороты. Реализуются масштабные планы по возрождению отечественного авиапрома, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно озвученной им статистике, за 9 месяцев российские авиакомпании перевезли свыше 80 миллионов человек. Это даже выше прогноза. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 11,5% при всех санкционных ограничениях. Использовать мобильники в школах хотят запретить. Соответствующий законопроект Госдума рассмотрела на пленарном заседании. Исключением при этом станут ситуации, когда гаджет нужен для учебного процесса, а также случаи, в которых речь идет о жизни и здоровье учеников. Также, согласно законопроекту, в правила школьного распорядка нужно будет внести требования к дисциплине учеников, и исполнение этих норм должно стать обязательным для всех школьников. За соблюдением правил поведения будут следить как педагоги, так и администрация. Сообщается, что необходимо разработать для школ типовые решения психолого-педагогического сопровождения этого процесса. В Центре опережающей профподготовки продолжаются профориентационные курсы для учащихся столичных школ. Свои мастер-классы представили Якутский медицинский колледж и инновационный центр «Верх». Школьники смогли попробовать свои силы в управлении беспилотниками, а также в оказании сердечно-легочной реанимации. Кроме этого, школьникам показали, как правильно измерять артериальное давление и уровень кислорода в крови. Билет в будущее позволяет школьникам не только на словах понять, что за профессия их в будущем ожидает, но и попробовать ее руками. Они на цифровой платформе проходят лабораторную диагностику, тестирование, понимают, какое направление для них подходит, и потом уже пробуют эту профессию руками. Здесь могут быть и профессии, начиная от сварщика, заканчивая кондитером. Мужские камзолы, комплекты конского убранства, шкатулки и национальные аксессуары народа Саха привезут в алмазную столицу. В картинной галерее Мирного откроют персональную выставку Людмилы Семеновой из Айхала. Она занимается декоративно-прикладным искусством. Посетителям предоставят панно из лоскутов, варежки, зимние и летние наряды, пальто, платья, холода с жилетом в традиционном стиле и многое другое. Торжественное открытие состоится 17 ноября. Вход на выставку свободный. В республике ведется активная работа по ознакомлению детей с героическим сказанием «Олонхо». Театрализованные постановки являются одной из эффективных образовательных форм. Так, Дворец детского творчества готовит постановку спектакля «Эрчимен Берген». В главном актерском составе выступят обучающиеся театральной студии «Аяркут». Также в спектакле будет звучать музыка якутских композиторов, классиков в живом исполнении оркестра народных инструментов, Дворца детского творчества и Национального театра танца. Всего в спектакле задействовано порядка 180 артистов и музыкантов. Отметим, что это первая постановка спектакля у Дворца детского творчества. Премьера постановки запланирована на 24 и 25 ноября. Но в этом спектакле все уникально, начиная от музыки, потому что у нас будут... Это все-таки наставнический проект. Нашими наставниками является Национальный театр танца имени Сергея Зверева Кылуола. И вот нам был предоставлен оркестр, который работает именно с нашими оркестрантами, с нашими детьми. И они совместно подготовили такой вот замечательный музыкальный проект для нашего спектакля. Также будут участвовать наши танцевальные коллективы Дворца детского творчества, вот наша театральная студия, фольклорные коллективы. Международную просветительскую акцию «Географический диктант-2023» проведут во всех 36 муниципальных районах республики. Диктант состоится уже скоро, 19 ноября, и будет проводиться в дистанционном формате. Подробнее об этом мы поговорим с Михаилом Чиросовым, организатором географического диктанта у нас в республике. Доброе утро. Здравствуйте. Расскажите немного вообще, что за акция такая для тех, кто, возможно, впервые о ней слышит. В 2015 году это был вообще первый диктант
Это в нашей стране как-то было непривычно, но он изначально пошел как вот некое объединение людей, где одновременно по всей стране люди, например, от уровня это Шойгу, Фетисова и других известных личностей, депутатов Госдумы, одновременно писали диктант. То есть в каждом населенном пункте можно было организовать такую площадку, люди туда могли прийти, самого различного возраста. Ну, конечно, люди, которые знают географию на каком-то уровне. И одна из задач была это проверить знание географии у разных категорий населения, в том числе у школьников. Потому что поправка в образовательные программы, какие вопросы лучше знают, какие хуже, это значит, какие-то разделы учат лучше, какие-то надо углубить больше времени. Поэтому уже 9-й раз проводится. Ну, история уже есть, значит, есть показатели, да, и есть, наверное, люди, кто увлеченно этим занимается, да, из года в год приходят и проверяют свои знания. Ну, у нас была с самого начала создана такая система. Мы вообще смогли внедриться практически во все наши муниципальные районы, населенные пункты, особенно школы. Конечно, в этом плане Министерство образования и науки нам просто огромную оказывает помощь. Это общественная акция, международная. Вообще 126 стран в мире пишет. И это самое главное диктант географии не в целом, а географии России. То есть вот пошел элемент патриотизма и так далее. И сейчас, например, 531 площадка у нас только на территории республики. Это все 36 муниципальных районов. Охват, конечно, всех населенных пунктов не удалось охватить, но это даже не важно. После ковидный период как-то немножко сейчас восстанавливаем. А вообще в истории мы сразу заняли первое место. Это был шок по всей стране, когда маленькое относительное население Якутии обогнало в 4 или 5 раз Москву и другие субъекты. А вот в относительной участии населения мы до сих пор первые в России, хотя нас многочисленные регионы обогнали, в том числе в 3 раза, там, Башкортостан, Краснодарский край. Ну, главное же не количество, а качество участия. Качество, да? То есть, в принципе, можно сказать, что жители республики знают хорошо географию. Ну, на самом деле, мы когда вот начали с больших цифр, там была ситуация, в которой мы приглашали много школьников, которые географию, на самом деле, пока не очень хорошо знают. Но главное же было олимпийский принцип участия. Поэтому потихонечку и качество ответов возрастало, и мы такую задачу поставили, пускай не очень хорошо знает, но узнает лучше потом, во время уроков. Чем отличается диктант в этом году? Ну, вообще, последние года 2 сделали 10 вопросов вообще легких, на которых можно любой отвечать, и 30 вопросов более-менее таких специализированных, знания какой-то аналитики и так далее. Вообще география – это не точные географические названия, где что находится, а это именно работа мозга, логическое мышление, нужно связать. И что вот мы, например, профессионалы, географы, обратили внимание, там есть спектр, там были стихотворения из произведений, из литературных. Для нас это непривычно было. Да. То есть это как бы нас самих подвинуло. Я, например, ни разу на 100% не отвечал. Но это не страшно. Главное, я увидел, что, оказывается, все очень... Истории, элементы, литературы, много что было. Да, а вот если говорить о каких-то нововведениях, как выразились бы молодежь сейчас, какие-то фишки появились в этом году? Ну, в этом году объявили конкурс на лучшую площадку. Ну, довольно сложно нам в этом участвовать. А вот на характеристику уникальных площадок мы решили поучаствовать. В частности, мы предложили Царству Вечной Мирлаты стать площадкой. Ну, такого закрытого типа, потому что там невозможно всех пригласить. И в одном из залов, у них там 21 зал, мы вот... В воскресенье организовываем площадку такую небольшого числа, пригласили туда лучших школьников, олимпиадников, позвали, конечно, вип-персоны, и, соответственно, оттуда будет репортаж. И НВК Сахава вот уже приглашены, и ВКТРК, и мы постараемся картинку дать даже на федеральный уровень. Такую площадку москвичи просто обрадовались, сказали: о, у вас такая площадка есть, оказывается. То есть и в вечной мерзлоте можно написать географический диктант, да? Если там условия созданы такие, как в Царстве Вечной Мерзлоты. То почему бы нет? Да, почему бы нет? Но мы точно выделимся, мне кажется, на таком федеральном уровне. Ну, мне кажется, никто под землей, наверное, вряд ли подземной вечной мерзлоте площадку не организует. А сразу вот интересный вопрос. А все-таки вот вы сказали, что 10 вопросов достаточно таких несложных, и уже 30, общий вопрос, и 30 уже такие посложнее, вот, да? Да, чуть посложнее. Эту программу составляют кто?
Ну, есть такой конкурс, чтобы охватить, приглашает всем членам, любым людям написать вопросы интересные, и из них отбирает лучшие. Но какую-то часть вопросов, конечно, это только часть. И это не полностью все вопросы. И они стараются охватить все регионы. Иногда вот довольно часто есть регионы вопросы и по Якутии, и Дальневосточному, это федеральному округу. То есть стараются вот так равномерно распределить, чтобы каждый регион чувствовал, что его уважают, ценят и дают возможность делать. Это вот именно образовательная акция. Это не обязаловка, здесь оценок не ставим, оценка губернаторам и правительствам от этого не идут, но, в принципе, нашему народу нравится, и мы всегда в лидерах, в пятерке лучших. Ну вот с первого года мы в лидерах были, 2 года вообще первыми были, а потом, ну, неважно, конечно, пандемия немножко уменьшила, и еще уменьшила, что дистанционная форма появилась. И люди стали уходить на дистант, что удобнее, но все-таки мы считаем, что прийти в школу, в клуб, в музей, в библиотеку, это как бы показать, что эти учреждения для нас очень родные, удобные, общественные пространства. Это надо развивать. Люди видят друг друга, общаются. Это тоже элементы социума такой. Так сейчас модно говорить, софтовых навыков, чтобы люди увидели друг друга, важно. То есть это такое некое времяпрепровождение, да, совместное, числе, да? Найти людей, может, по интересам, да, пообщаться, пообсуждать вопросы, поговорить, да? Да. То есть такая дружеская обстановка. Значит, мы все-таки можем написать этот диктант как на площадках, которых у нас достаточно много, да, так и дистанционно, правильно? Но для этого нужно зайти на сайт диктанта РГО, там есть большой перечень, и посмотреть подробности в своем населенном пункте, есть ли дистанционные площадки. Положение такое, что, конечно, надо предварительно зайти и отправить информацию организаторам, получить там код, ссылку, там тоже определенные ограничения, правила есть. Ну, а самое простое — это увидеть емкость площадок, и там, где большая емкость, можно туда смело приходить. И в зависимости от режимного доступа предприятия зайти. Но есть закрытые площадки, где вот уже очень мало, отдаленные, например, военкоматы у нас пишут, потому что у нас министр обороны, президент РГО, военкоматы практически все участвуют. Но я просто говорю, что такое единение разных пластов населения, оно очень интересно. Итак, 19 ноября находим площадку, приходим туда всей семьей, от мала до велика, правильно? Можно, да. Бабушки, мамы, дети, да? Распределяемся по кабинетам и пишем диктант. А результаты узнаем через сколько? Обычный месяц это проходит, и там на сайте РГО это абсолютно анонимное, есть номер или QR-код, люди заходят, видят свои ответы по первой части и по второй. Это индивидуальная оценка каждого. Нужно прийти чуть пораньше. Начинается в 12 часов местного времени. Нужно прийти пораньше, чтобы получить бланки, немножко потренироваться, заполнить там и так далее. Итак, дорогие друзья, мы напоминаем вам о том, что 19 ноября в 12:00 пройдет географический диктант 2023. Напоминаем вам, что это такая очень просветительская, хорошая акция, где каждый из вас может проверить свои знания в географии. Попробуйте, сходите, проведите замечательное время, ну а потом, конечно, с нетерпением ждите свои результаты и, так сказать, можно даже попасть в рейтинг, правильно? Определенный же есть там, да? Да, отличников там отмечают, но попасть в отличников сложно. Сложно. Спасибо большое вам за полезную информацию, хорошего вам рабочего дня и прекрасного настроения. Спасибо вам. А на календаре 17 ноября. Интересная дата, которая уже войдет в мировую историю. Ведь именно 17 ноября 2019 года в Китае был отмечен первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Друзья, мы желаем вам крепкого здоровья. И по возможности занимайтесь профилактикой в такое непростое время. Берегите себя и своих близких. Ну а далее мы знакомимся с событиями этого дня. На календаре 17 ноября. Сегодня отмечают Международный день студентов, День недоношенных детей, Всемирный день философии. По народному календарю «Ерема, сиди дома». На Руси считали, что в этот день непременно нужно оставаться дома. В противном случае можно было столкнуться с нечистой силой и навлечь на себя разные неприятности. Этот день в истории – 1558 год. На английский престол взошла последняя королева из династии Тюдоров – Елизавета I.
1757 год. В Петербурге учреждена Академия художеств. Сегодня Российская Академия художеств. 1869 год. Суэцкий канал открыт для судоходства. 1948 год. В Санкт-Петербурге поставлен на вечную стоянку крейсер «Аврора». В этот день родились Иван Пыреев, советский кинорежиссер и сценарист, народный артист СССР. Саитиро Хонда, японский конструктор и изобретатель, бизнесмен, основатель компании Honda. В 1942 году родился Мартин Скорсезе, американский кинорежиссер, актер, продюсер и сценарист, лауреат премии «Оскар». В 1966 году родилась Софи Марсо, французская киноактриса и режиссер. Именины сегодня у Николая, Ильи, Порфирия, Степана, Ивана, Александра, Евгения. А начиная с 2002 года в этот день страна чествует тех, кому верено препятствовать беспорядкам и предупреждать их. Это участковые уполномоченные полиции. Они выполняют нелегкую и подчас неблагодарную работу. Они ведут прием граждан и поддерживают порядок, порой рискуя своей жизнью. С чего начинается день, чем и когда заканчивается смена участкового поселка Кангаласы, узнавала моя коллега Катерина Винокурова. Алло, Сергей Валерьевич, участковый? Ага. Рабочий день участкового Владислава Кутугутова начинается с раннего утра. С Тулагина до 3-го городского отдела полиции, затем выезд до своего административного участка. А это Капитоновка, Кангаласы и иногда Тулагина-Кильдямцы. И так каждый день на протяжении 20 лет. Каждый день туда-сюда мотаюсь. Каждый божий день. Каждый божий день. Бывает, Час-полтора, да, занимает, наверное, до Кангаласа? Ну, дорога, да. Ага. То есть, если посчитать, день я сколько на дорогу трачу, полтора-два часа надо. Там, если заездом, то чуть больше получается. Бывали моменты, что я за день 6 раз мотался с Кангаласа. Ничего себе. Я уже привык. То есть без этой езды во мне чего-то не хватает. Сижу в отпуске, делать нечего, чего-то не хватает. Езды не хватает. График у участкового полномоченного не нормирован. Обычно он длится до 9 вечера. Но никогда не знаешь, что будет дальше. Вызов может поступить в любую минуту. У нас одна проблема у населения – пьянство. И все оттуда вытекающее. Последствия. Да. Скандалы, ругань, там, конфликты, ссоры, ревность и до криминала. Боремся. Как боретесь? Проверками, беседами, профилактическими беседами. Ну и как бывают случаи, когда человек прислушивается? Бывает. Бывает? Бывает, ага. У нас народ же не глупый. За 20 лет службы Владислав Семенович завоевал уважение и доверие у населения. Его все знают и уважают. Сам же Кутугутов признается, что участковый – это его призвание. Помимо того, что в приказах прописано, что я должен делать, что я не должен делать, помимо этого есть обычная жизненная ситуация. От моего решения, как я отнесусь к человеку, судьба зависит от людей. Бывает, что люди меня встречают на остановке, в автобусе, говорят: вот, Владислав Семенович, помните, вы мне тогда стакан воды налили? А я не помню. Спасибо, приятно. Просыпаясь утром, никогда не знаешь, что произойдет с нами сегодня. Эта фраза очень точно отображает суть работы участкового. Владислав Семенович спасал детей из горящего дома. Был в 5 секундах от пули, а однажды и вовсе пришлось разделывать скотину. Я отказался сначала. Говорю: Кристина Павловна, простите, говорю, это не моя работа, говорю, скотину забивать. Я парень деревенский, конечно, это я умею. Умею. Но я говорю, это не моя работа. Говорит, помоги, пожалуйста. Я очень больна, говорит, у меня онкология. Помоги, говорит. Ладно, согласился. В итоге я согласился. И в итоге поехал на вызов на живое. Пришлось мне корову забивать на мясо. Вот я ночью 3 часа или около 4 часов ночи закончил. Разделал корову, там все, мясо разложил, все как положено. Вот такой бывает вызов у деревенского участкового. Как вы сказали, день начинается, и никогда не знаешь, что будет сегодня. То есть я не знаю, что меня сегодня ждет, какой человек ко мне придет, какой вызов поступит, поеду на этот вызов,
что я там найду, что я увижу, что я услышу, я не знаю. Из многочисленных историй, из опыта нашего героя мы поняли, что доброта и человеческое отношение в этой нелегкой деятельности чаще всего у него в приоритете. От всей души поздравляем отважного и справедливого Владислава Семеновича с профессиональным праздником. Хотим пожелать ему крепкого здоровья и, конечно, легкой службы. Катерина Винокурова, Иван Сорокаумов, Кангаласы. Давайте поддержим тех, кто стоит на страже порядка, и поможем им в этом. Ну, как минимум, будем добрее относиться друг к другу, к законам, а главное, будем уважать тех, кто нас бережет. Желаем вам удачного начала рабочего дня, чтобы все сегодня у вас получалось. Чтобы, к примеру, вовремя приехал автобус, на котором вы ездите на работу. Кстати, об автобусах. Знаете ли вы, что жители российских городов проводят в дороге на работу домой в среднем 45 минут в день, а это более недели в год. А с учетом времени на ожидание автобусов, этот показатель кое-где становится еще и больше. А ведь от того, насколько быстрой, безопасной и комфортной будет поездка в муниципальном транспорте, во многом зависит качество жизни людей. В городе Томмоте Алданского района юные общественники решили проверить работу автобусов и степень удовлетворенности горожан в этой сфере. Давайте посмотрим, что из этого получилось. Школьница Аня сегодня едет в автобусе не только как пассажир. Она проверяет, насколько обоснованы жалобы граждан на работу общественного транспорта. Мы хотели выявить проблемы нашего транспорта и решить возможные проблемы. Мы услышали от очень многих людей, что им не нравится так, как работает у нас городской транспорт. Поэтому мы решили проверить. Отслеживали пассажиропотоки, мы проезжали по всем маршрутам. Особенно нас интересовали рейсы 12 и 11. С помощью учителя школьники провели опросы и анкетирование пассажиров. Результаты оказались неожиданными, чем предполагалось в начале проведения эксперимента. Когда мы спросили у людей, что именно им не нравится в работе нашего пассажирского транспорта, они сказали, что это, допустим, загруженность в часы пик. А это неправда. В часы пик у нас очень даже хорошо все сглажено. Ходят сразу 2 автобуса, которые собирают людей, и никаких больших проблем с этим нет. Как выяснилось, загруженность, интервалы движения автобусов в основном выдерживаются, а неудобства с ожиданием связаны с тем, что нет кондукторов или терминалов для оплаты проезда. Один нюанс в нашей работе. Во время часа пик или в утренние часы не успеваешь рассчитаться с пассажирами, деньги с них взять, и ехать надо, и обычно опаздываешь. Минуты 3 бывает опоздание, бывает даже 5 минут за рейс. А потом нагоняешь от Алексеевска в сторону Дивного, гонишь. Пассажиры же высказали свои пожелания. А самое-то главное, еще бы хотелось, чтобы были проездные для детей. Вот в Иркутске, например, с 1 по начальные классы, там ездят дети бесплатно. У нас же, что взрослые, что дети оплачивают 43 рубля. Для семьи, а если многодетная семья, это будет очень даже накладно. Результаты исследования школьники представили главе города на очередном приеме граждан, на что он похвалил их за инициативность и участие в общественной жизни города, пообещал изучить выводы школьников по улучшению работы транспорта. Даяна Федорова, Ирина Князева, Виолетта Сыроветник, Ренат Нахиев, Томмот. Мунха для народа Саха – это традиция, которая объединяет людей в духоподъемное действо. Но все же, в первую очередь, это тяжелая и утомительная работа. На Мунха люди выходят в количестве 30-40 человек. Обычно работают 15 человек. Молодежь и детей тоже берут с собой для сохранения древних традиций и чтобы они знали, откуда берется рыба. Большое количество людей обусловлено еще тем, что Мунха требует недюжинную силу. Поэтому преимущественно участвуют мужчины, так как нужно вытягивать десятки килограммов рыбы из-под льда. Улов порой достигает 3 тонн. В конце его делят поровну на каждого участника. Ходят на Мунха к концу ноября. К тому времени карась самый жирный, вкусный и полезный. Потом его едят всю зиму.
Говорят, что благодаря Мунха жителям удалось пережить голод в горы войны. Конечно, рыболовство в нашей республике распространено повсеместно, так как у нас протекает 700 тысяч рек, а озер 800 тысяч. То есть практически по одному озеру на каждого жителя республики. И поэтому в нас генетически заложено почитание духа воды Кох-Боллох. Перед началом Мунха обязательно надо задобрить духов природы, попросить много улова и отблагодарить. Есть определенные правила посещения Мунха. К примеру, нельзя приходить после посещения похорон. Ходить на Мунха нельзя также беременным. Бывают случаи, что люди скрывают это, чтобы не пропустить Мунха. Но в таких случаях улов получается скудным, так как природа чувствует это. Еще раз доброго утра всем, кто смотрит ежедневно эту замечательную программу «Утро Якутия» на телеканале «Якутия-24» и НВК «Саха». А далее нас ждет постоянная рубрика «Мой питомец», где мы рассказываем о братьях наших меньших. Сегодня в рубрике мы поговорим подробнее о ежиках и как они могут жить в ваших домах. Всем доброе утро, дорогие телезрители. Меня зовут Данил. Я работаю за галереей «Зооленд». И сегодня я вам расскажу о плюсах и минусах домашнего содержания африканского ежа. В отличие от обычного ежа, африканский еж очень маленьких размеров. То есть для его ухода нужна всего лишь небольшая клетка, пойдет как для обычных грызунов. Но какие же плюсы и минусы африканского ежа? Ежик является долгожителем. Он спокойно может жить у вас 10 лет при правильном уходе и питании. Существует миф, что все ежики очень сильно колючие. Но это не так. Любой человек, даже ребенок, может держать ежика в руках, переворачивать его и при этом не уколоться. Для тех, кто хочет приобрести ежика, важно понимать, что это животное ночное, и, как правило, днем оно будет спать в клубочке, ну а ночью устраивать гонки, бегать и шуметь. Эта проблема очень легко решается, нужно будет купить ему просторную клетку и поставить подальше куда-нибудь в зал. Несмотря на то, что ежики кажутся очень милыми и добрыми животными, если приобрести двух самцов, то, скорее всего, они устроят бойню. И лучше приобретать ежиков парами, либо две девочки. И вполне возможно, что у вас появятся маленькие ежата, но при этом самка ежа может вынести потомство до 5 особей. При этом нужно возложить всю ответственность на маму ежика. И нельзя ее ни в коем случае беспокоить в это время. Тем временем в национальном зоопарке Крюгера в Южной Африке образовался необычный союз носорога и зебры. Так, два малыша были подкидышами, и поэтому их разместили вместе в одном вольере. Двое сирот сразу подружились. Когда они окрепли, стали смелее и любопытство взяло верх, они стали общаться друг с другом, рассказали сотрудники заповедника. Носороги – это стадные животные, им нужна постоянная компания. Видимо, поэтому и образовался такой необычный союз. А в августе этого года в зоопарке Никарагуа появился на свет пума альбинос. 14 ноября его впервые представили публике, и сразу же маленькое ультраредкое животное стало звездой зоопарка. Почти 4-месячная пума альбинос стала звездой зоопарка в одном из городов Никарагуа, страны в Центральной Америке. Ее впервые представили публике. Детеныш стал единственным альбиносом в помете из 3 особей. Назвали самку Ицаи, что на языке майя означает «дар от Бога». Просто удивительно и невообразимо. Мы все должны заботиться о ней и защищать ее, чтобы у нее была хорошая жизнь и хорошее здоровье. Ицая уже весит более 6 килограммов и, по словам сотрудников зоопарка, здорова. Она родилась 4 месяца назад. 20 ноября ей исполнится 4 месяца. В целом самка в этот раз родила 3 детенышей. Обычно у пум рождается по 2-3 детеныша. Это 4-е потомство у этой самки. И в этот раз у маленькой пумы проявился альбинизм. Ожидается, что скоро все детеныши перейдут на мясо. При этом сотрудники зоопарка призывают людей соблюдать правила, чтобы не навредить потомству пум.
У нас есть некоторые правила для всех посетителей. Например, нельзя фотографировать со вспышкой, шуметь, а также бросать в вольер мусор, еду или любые предметы, которые могут вызвать у них стресс. Стресс – это главная опасность для здоровья животных в неволе. Альбинизм – это генетическое заболевание. При нем в коже, волосах и глазах животного или человека отсутствует защитный пигмент меланин. Далее блок новостей. Индийская компания начнет сборку российских беспилотных авиасистем транспорта будущего в марте следующего года, сообщил журналистам руководитель компании Ракеш Гойл. Компании из России и Индии на авиасалоне Dubai Air Show подписали меморандум о развитии отрасли беспилотных авиасистем в Индии, включая создание совместного производства. Отмечалось, что это первый выход отечественных систем БПЛА на международный рынок. Российские беспилотные авиасистемы будут использоваться в сельском хозяйстве и при доставке грузов в горную местность в Индии. Гендиректор индийской компании отметил, что благодаря такому сотрудничеству городская мобильность и грузовая логистика Индии выйдут на новый уровень. Более 17 тысяч неработающих пенсионеров Якутии получили компенсацию стоимости проезда к месту отдыха в этом году. Общая сумма выплат составила более 457 миллионов рублей. Согласно правилам, жители Крайнего Севера и приравненных к нему местностей после выхода на страховую пенсию по старости или по инвалидности могут раз в 2 года компенсировать деньги на дорогу к месту отдыха и обратно. Компенсация предоставляется только неработающим пенсионерам. Пенсионеры-северяне вправе выбрать один из 2 вариантов того, как будет предоставлена компенсация. Первый – заранее обратиться в социальный фонд, где выдадут специальный талон для оформления бесплатного проездного билета. Второй – сначала купить билет, а затем получить компенсацию. Развитие медицины в Арктике обсудили на форсайт-сессии. Участники мероприятия, разделившиеся на 4 блока, попытались определить пути развития работ мобильных медицинских бригад. Сейчас не хватает узких специалистов здравоохранения в северных районах, поэтому реализуется проект «Мобильные доктора». На сегодняшний день врачи осмотрели более 30 тысяч пациентов, в том числе более 9 тысяч детей. В будущем планируется проведение хирургических операций, оказание стоматологической помощи. Также в состав мобильных бригад войдут врачи-дерматологи, эндокринологи и так далее. Еще одним из важных вопросов форсайт-сессии стало обеспечение арктических районов. На данный момент мы оказываем первичную специализированную медицинскую помощь. А для того, чтобы люди, не выезжая, получали эту специализированную, то есть это операции, да, это работа врачей-офтальмологов, которые могут выехать в какой-то конкретный район. Это работа и врачей, возможно, травматологов в дальнейшем, работа врачей-хирургов, да, для того, чтобы население, которым необходимо конкретное вмешательство, да, могли получить эту медицинскую помощь на месте, не выезжая в город Якутск. На подземном руднике Айхал стартовало обучение электротехнического персонала. Его организовали корпоративный университет Алроса и отдел главного энергетика рудника. На территории полигона создали учебно-тренировочный стенд, установили 8 моделей электрооборудования. Персонал рудника сможет отрабатывать практические навыки. Для качественной подготовки сформированы группы по 3-4 человека. Им рассказывают о приемах безопасной эксплуатации и обслуживания оборудования. Обучение позволит уменьшить простое шахтное оборудование в подземке. Нужно обучить электротехнический персонал для своевременного обозначения неисправности в электрооборудовании, чтобы возможность была найти и устранить неполадку на данном оборудовании. Для композиторов предложили создать госзаказ на музыку. Необходимо выделить государственное финансирование для общественной организации «Союз композиторов России» как единому оператору мер поддержки композиторов. В настоящее время в России не существует системных мер поддержки современных композиторов. Утрачен Советский институт госзаказа на новые произведения. При этом в современных условиях имеется потребность в поддержке отрасли и создании аудио и аудиовизуального контента. Отмечается, что в профессиональном музыкальном сообществе России работает 165 филармоний и концертных организаций, в которых трудятся 495 творческих коллективов, в состав которых входят более 25 тысяч исполнителей. Расширение их творческого потенциала прямо зависит от написания музыки современными композиторами.
Это были все новости к этому часу. Хорошего дня. Доброе утро! Напоминаю вам о том, что вы смотрите прямой эфир программы «Утро Якутии». Каждый день в 7:00 на телеканале «Якутия-24» НВК «Саха» мы работаем специально для того, чтобы утро жителей нашей республики было интересным, полезным и позитивным. Ну а следующую часть нашей программы мы посвятим искусству. Хотим вас познакомить с работой советского якутского художника, графика Олега Ковалевского. Выставка «Автограф души», приуроченная к 95-летию художника-графика Олега Михеевича Ковалевского. На выставке представлено более 80 работ, выполнены в разной технике, представляющие разные темы и раскрывающих мироощущение художника. Олег Михеевич родился 21 сентября 1928 года в городе Якутске. Он коренной якутянин. Он ровесник Национального художественного музея. Он очень любил такую скромную якутскую природу. Он любил людей-тружеников, увлекался архитектурой, деревянным зодчеством. И очень часто ездил в командировки по Якутии. То, что он видел, то, что ему было близко, он запечатлевал в своих листах. В 80-е годы он неоднократно посещал Татинский район, и его впечатлила Николаевская церковь, которая находится в Черкёхе. Вот эта красота, мощь, гармоничные пропорции. И когда он узнал и многострадальную историю этого храма, он решил, конечно, оставить на память вот в этом листе, который выполнен в технике пастели. Дело в том, что эта церковь построена в далеком 1912 году на средства прихожан. Но и не только. 1000 рублей выделил на постройку вот в этой глубинке церкви сам император Николай II. Это поистине была такая народная стройка, но она проводилась под руководством народного мастера, умельца Владимира Алексеевича Луковцева. А иконостас расписывал первый профессиональный художник Якутии Иван Васильевич Попов, который жил в этом селе. Но при советской власти эта церковь была отдана под зернохранилище. И только в 1977 году стараниями людей и опять же под руководством народного мастера Николая Афанасьевича Ефремова эта церковь была вновь сделана, преобразована в церковь, в храм. Вот такая интересная история связана с этой церковью. И вот не случайно Олег Михеевич показывает ее в центре, такую, как храм стойкости и веры. И не случайно, опять же, мы видим красивое озерцо, в котором отражается этот храм. И такое ощущение, что за все эти годы храм и сам любуется собой, глядя в это озерцо, как в зеркало. Красивый снег пушистый — это олицетворение чистоты. Такой сказочный, завораживающий пейзаж деревенский, который оставил нам на память вот удивительный художник-график. И глядя на его работы, можно расширить, конечно, и свое понятие о жизни, о мире, об искусстве. Светлым облаком сияет на горе воздушный храм, точно с озера взлетает белый лебедь к небесам. Там, меж сосен изумрудных, блещет озеро хрусталь, как молитва в звуках чудных, звон церковный льется вдаль.
С 3 ноября по 3 декабря в Национальном художественном музее Республики Саха-Якутия продолжает работать выставка «Полеты-3» художника-живописца и графика, члена Союза художников России, отличника культуры Республики Саха-Якутия Ирины Афанасьевны Микумяновой. Сегодня у нас в гостях автор выставки Ирина Афанасьевна и Мария Новоприезжая, экскурсовод Национального художественного музея нашей республики. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Замечательно. Смотрите, конечно, очень интересное название «Полеты-3». То есть, наверное, многие любители искусства сразу задумаются. Но, наверное, значит, были «Полеты-1» и «Полеты-2». Расскажите немного об этой выставке и в чем ее уникальность. Эта выставка посвящена знаковой дате в моей жизни. И были раньше «Полеты-1» и «Полеты-2», которые неизменно пользовались успехом. Вот я решила порадовать зрителей еще и «Полетами». Угу. А вот уникальность этой выставки, как вы думаете, в чем? Это выставка, которая представляет все мое творчество, начиная от самых ранних работ и заканчивая самыми последними. Здесь представлена и графика, и живопись, и много чего еще. Так что мы всех ждем. Вот мы сейчас видим некоторые, да, из работ, которые представлены на этой выставке, да. Мария, вот вы человек, который проводит эти выставки не первый раз, да, аналогично. Как вы думаете, чем отличаются работы Ирины Афанасьевны? Ну, художники, они, конечно, отличаются друг от друга. Да, каждый видит по-своему его мироощущение, восприятие. И хочу сказать, что Ирина Афанасьевна очень многогранный художник, который работает как в графике, так и в живописи, как и декоративно-прикладное искусство, да, инсталляции делает еще. И хочу сказать, что у нее академическое образование. Конечно же, это дало отпечаток. У нее прекрасные работы, которые были сделаны в студенческие годы, да, в графике, в живописи, которые были сделаны в реализме. Много о чем можно говорить о Ирине Афанасьевне. Она замечательный художник. Приходите, конечно, на выставку и убедитесь в этом. Ирина Афанасьевна, ну вот сейчас мы услышали приятные слова, да, ваш адрес, мы тоже знакомы с вами, я видела лично ваши работы, да, а если говорить про выставку, вот в количественном соотношении, сколько примерно работ увидит зритель? Сейчас их точно посчитали, когда развешивали, их 120 работ, и кроме этого, экскурсии, мы предлагаем еще разные другие интересные мероприятия. Я буду устраивать мастер-классы по воскресеньям в 12 часов. Мы ждем всех, и будет очень интересно. А мастер-классы на какие темы? Немножечко забегая вперед. Ну, мы будем вырезать с детьми из бумаги и рисовать, делать графические какие-то такие маленькие микрографику со взрослыми. Со взрослыми. То есть и можно прийти со своими детишками, и детям будет интересно, и взрослым, правильно? Да, я думаю, можно. И не забудьте бумагу и гелевую ручку. Вот так. Будет анонс. Следите за сайтом нашего Национального художественного музея и за социальными сетями. Угу. Вот мы уже затронули, что будут интересные мастер-классы, да, какие-то еще мероприятия планируются в рамках этой выставки? Ну, Ирина Афанасьевна уже представила, это будет встреча посетителей самим автором выставки Ирины Афанасьевны. Это уникальный случай, когда вот посетитель может пообщаться с самим художником, самим автором выставки. Да, я расскажу про свои работы. Да, это будет, ну, у нас же выставка идет с 3 ноября по 3 декабря. Вы же не каждый день там присутствуете. Вот в какой из дней можно будет лично с вами встретиться? В воскресенье в 12. Вот так. Это будет 2 воскресенья еще до конца закрытия. Ну, может быть, выставку еще продлят? Может быть. Хорошее предложение, да? Но можно ли посетить выставку по Пушкинской карте? Конечно, можно посетить по Пушкинской карте. Она у нас действует. Приходите. Мы открыты, работаем только до вас. И еще раз напоминаем, что у нас будет по 3 декабря эта выставка проходить. Да, всех ждем. Отлично. Ну, а давайте поговорим немножечко про, может быть, ваши ближайшие планы. Все-таки творческий человек,
это, наверное, не человек, который планирует, да, все по полочкам. Вот, Ирина Афанасьевна, может быть, планируете следующую уже выставку «Полета 4» или так далеко не заглядываете? Ну, я думаю, название будет другое. И очень интересно, что из бывшей типографии имени Гагарина я планирую в центре Гагарина сделать выставку. Вот такие вот интересные параллели у меня случаются. И новая выставка уже запланирована. Она будет ориентировочно весной. И было бы замечательно, если бы я издала книгу к этому времени про меня, маленький альбом. Такой сделали уже, но я ищу финансы, как обычно. А вот такой вопрос, может быть, очень стандартный, типичный, да? Откуда вы черпаете вдохновение для создания своих уникальных картин? Ну, вдохновение это, конечно, вещь очень капризная, но если ты не будешь постоянно трудиться и работать, то оно и может мимо пролететь. И очень меня вдохновляют мои ученики. Я преподаю в арктической школе, и сегодня вот у нас с ними занятия. Встречи с ними всегда наводят на новые мысли, новые размышления. Здесь вот показаны философские какие-то работы, но есть и этюды, есть и вот инсталляция в металле. Поэтому мысли о повседневном, они, конечно, отвлекают слегка, но в то же время дают творческий заряд. Но вот видите, все-таки преподавательская деятельность ваша тоже, да, вас заряжает какими-то идеями, мыслями, да, и помогает вам, так сказать, созидать. Невероятные у меня дети. Сейчас вот идет дистанционная выставка с АГИ в Камеруне. Потом в республиканских выставках мои дети участвуют. И я их очень люблю, передаю большой-большой привет всем. Привет. Мария, давайте еще раз проанонсируем, где и как можно посетить выставку. Выставка проходит у нас в основном здании нашего Национального художественного музея Республики Саха-Якутия. Это Пакирова 9, выставочный зал первого этажа. Всех ждем. Приглашаем с 3 ноября уже идет выставка, по 3 декабря включительно. Спасибо большое. Я думаю, многие любители искусства посетят обязательно эту выставку, восхитятся, пообщаются с вами лично, да, и это будет для вас таким неким, ну, наверное, может быть, творческим каким-то счастьем творческого человека. Да, это всегда большой подарок, когда можно показать свои работы зрителям. Спасибо большое, дорогие друзья. На этом наш эфир подходит к концу. Мы увидимся уже в понедельник в 7:00 на телеканале Якутия-24. И по традиции завершаем наш пятничный эфир музыкальной композицией. Сколько вертится шар земной, не уйти от нее одной. Белая птица, сердце стучится, открой. Завладей твоей душой, мир навек поменяй. Можно просто идти вперед, можно верить, что все